Сәлем достар, болды. Сөйлес. Сәлем достар. Цель YouTube канала – это внести свой вклад в развитие, подготовку IT-специалистов в Казахстане. Искусство преподавания заключается в чем? Искусство преподавания оценивается с помощью трех критериев. Первый критерий – это ответить на вопрос, кому преподнести, то есть аудитория. Второй, что преподнести, какие знания. И третье, как преподнести. Отвечаю на первый вопрос. Аудитория этого канала, это учащиеся и студенты, будущие IT-специалисты, будущие инженера в области техники. Это автоматизация управления, электроэнергетика, связь и так далее. Что рассматривается в этом YouTube-канале? Какие знания? Это законы управления, методы, модели, алгоритмы управления. Далее их применение в промышленности, быту, их схемотехника, электроника. Далее программное обеспечение и так далее. Третье. Как преподнести? У меня есть принцип свой. Этот принцип состоит из трех составляющих. Первый – это теория, второй – практика, третий – это технология. Первый принцип – теория. Здесь обсуждаются вопросы теории автоматического управления, ТАУ, и теория электрических цепей, электрические схемы. Далее, на основе вот этой теории, законов управления, моделей, методов, мы будем разрабатывать алгоритмы управления и реализовать с помощью их программ. Вот эта практика, второй принцип, это относится именно к алгоритмам управления. И схемы их реализации. Далее, третий принцип – это технология. Технология подразумевает вот эти алгоритмы реализовать, представить в виде имитационной модели, технологии имитационного моделирования, в виде моделей САПР, то есть система автоматического проектирования, в виде SCADA-систем, в виде имитационных моделей, компьютерных моделей, физических моделей и так далее. Вот эти три составляющие и составляют мой принцип. Теория, практика и технология. Каждый предмет включает вот эти три составляющие. Менің отбасым туралы. Мынау Гүлнар менен Алинұр. Астын суретте мен Алинұр екеуміз Алматыда, Атакент бағында. Мынау отбасымен бірге 2018 жыл Алматыда, үлкен Алматы көлінде жазда. Алматыда біз Гагарин көшесінде пәтер жалдап тұрғанбыз. Мен докторантура оқып жүрген кезде мынау суретте Таңшолпан қызым, Раушан қызым, Айнұр ұлым мынау Атакент бағында біз кафеде түскі аста обед ішіп жатқанбыз. Мынау жақында Түркістанда Раушан қызым туылған күнде жаңа қалада 2023 жыл. Мынау да сол кезде Раушан қызым, Таңшолпан қызым, Гүлнар келіншегім, ол жерде
Раушан Гүлнар Таңшолпан Алина ұлым. Мынау Алматыда 2022 жыл. Керемет көсі.
очень важный период в моей жизни – это период обучения в докторантуре в Алматы, в Казгу. Там в Алматы я прожил 3 года вместе с семьей. У меня замечательные преподаватели, научный руководитель Бауыржан Абдрахимович Бельгибаев, доктор технических наук, профессор Мадина Исмхановна Мансурова, доцент, кандидат физико-математических наук. А также я в это время был на стажировке в городе, в России, в Новосибирске, в Новосибирском государственном техническом университете. Мой научный руководитель зарубежный – это уважаемый Михаил Геннадьевич Гриф, тоже доктор технических наук, профессор. Вот они мне дали большие знания, большой опыт научный в области науки. Поэтому я очень горжусь ими, я очень благодарен им. Мое научно-техническое сотрудничество вот с ними дало мне большой толчок, большой результат в продвижении моей преподавательской деятельности и научной деятельности. Спасибо вам. Я начинаю с переводчика. Я занимаюсь преподавательской деятельностью более 20 лет. Вот недавно я сделал свою визитку. В этой визитке первая моя деятельность – это репетиторская деятельность дополнительная. Я занимаюсь репетиторством у себя дома, обучаю детей, школьников и студентов. Здесь все примеры я решаю с помощью Python. Вторая моя деятельность – это переводческая деятельность. Тоже я несколько лет занимаюсь. Я перевожу тексты с казахского на русский, с русского на английский. По каким направлениям? Это техническая документация, юридическая документация, книги и брошюры, научные статьи и так далее. Если вам будет полезно, обращайтесь. Буду рад помочь. Так, сейчас я вам объясню, вот приведу пример, вот, например, задачу управления. Управление, вот, это вождение машины тоже является одной из задач управления. Машина – это есть объект управления. Мы должны вот эту машину управлять. Как управлять? Цель управления заключается в чем? Цель управления заключается в том, чтобы вот из точки А, это старт, машину привести к точке Б, это точка финиша. Цель заключается вот это приведение машины из точки А в точку Б. Для этого что нужно нам? Для этого нам нужно знать траекторию движения, да? Далее мы должны знать органы управления машиной, то есть мы должны управлять же этой машиной с помощью этих органов. Это сюда относится руль. Мы должны поворачивать вправо, влево и так далее. Дальше мы должны нажимать на педали газа, тормоза. Газ для ускорения скорости, тормоз для понижения скорости. Далее мы должны уметь пользоваться коробкой передач. Здесь режимы, то есть переключение режимов из паркинга, P – это остановка, и драйв – это движение. Остановка, движение, остановка, движение. При необходимости нажимать на задний ход, заднюю передачу, чтобы для парковки. Вот. И дальше что мы должны знать? Мы должны знать правила дорожного движения.
Чтобы обеспечить безопасность движения, мы должны знать правила дорожного движения, то есть не причинять вред другим водителям, другим транспортным средствам. Например, при красном цвете светофора мы должны остановиться, при зеленом мы должны двигаться. Мы не должны наступать на полосу, встречную полосу, на двойную линию и так далее. Далее, технологический параметр управления здесь какой? Здесь это скорость движения, мы должны соблюдать различные режимы скорости и угол поворота. Мы должны точно знать, насколько мы должны повернуть руль, чтобы сделать поворот, да, на 90 градусов, при змейке и так далее. Вот это есть типовая задача управления движением автомобиля. Можете начинать движение. Вы можете начинать движение.